Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью в студии Власий Сергеев. Коронавирусная инфекция оставляет следы во всех системах организма, но наиболее сильный удар приходится на легкие, в которых впоследствии могут образоваться рубцы. Как предотвратить фиброз после ковидной пневмонии и вернуть легкое дыхание, нам расскажет главный внештатный пульмонолог Республики Саха-Якутия Аграфена Аргунова. Аграфена Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Да, ну что ж, кто-то переносит ковид как легкое недомогание, но у многих лечение длится неделями. От чего это зависит? Ну, во-первых, это зависит, у каждой вирусной инфекции есть свой инкубационный период, то есть разный период. Поэтому есть такие специальные протоколы, стандарты лечения. Вот при новой коронавирусной инфекции, например, от 7 до 14 дней. При омикроне, вот штамме, например, 5 дней инкубационный период. Поэтому зависит именно от проникновения вируса в организм, от развития иммунной защиты, от реакции организма. Поэтому есть такие строгие, четкие критерии, там 5 дней, 7 дней, 10 дней. А далее, если более 10-14 дней, если лечение продолжается, то это уже лечение осложнит, когда присоединяется еще вторичная инфекция бактериальная. А чем коронавирусная пневмония отличается от обычной бактериальной? Вот смотрите, конечно, у этой вирусной инфекции COVID-19 есть свои особенности. Вообще вирусной инфекции очень много. Тот же самый грипп, аденовирус, да, вы все знаете прекрасно. А вот отличительный признак данной инфекции в том, что он в 80% вызывает, в случаях, да, 80% вызывает именно повреждение, то есть воспаление, вирусную пневмонию. На самом деле, любая вирусная инфекция, вообще она, проникая в организм через носоглоточное пространство, если хороший иммунный ответ вот в слизистой носа, носоглоточного пространства, вообще вирусная инфекция проходит как насморк в виде кашля, да, и в течение нескольких дней проходит. А вот да, особенность вот этой инфекции в том, что он спускается вниз и вызывает вот именно повреждение эндотелия сосудов легких. Но на самом деле не только легкие повреждаются при данной, оно вот имеет системное такое повреждение. Также эндотелий сосудов почек, эндотелий сосудов сердечно-сосудистой системы. Почему очень высокая смертность именно от сердечно-сосудистых осложнений. Также печень, почки. То есть такое системное воздействие. А вот Вот если, в этом особенно. да, если говорить о поражении легких, бывает, что у пациентов с большим поражением легких от 60 до 80% тесты на ковид отрицательные. Как тогда отличают ковидную пневмонию? Да, значит, очень хороший вопрос. То есть это говорит, если ПЦР отрицательный, а по компьютерной томографии показывают там 80-60, то есть это говорит о том, что вирус спустился в нижние отделы дыхательных. То есть он в легких, в альвеолах, мелких бронхиолах. В этом случае хорошо вот диагностируется именно, когда делают фибробронхоскопию, делают бронхоальвеолярный лаваж, смыв с бронхов, и тогда вот как раз там персистирует вирусная инфекция. Но смотрите, помимо компьютерной томографии, конечно же, в первую очередь это состояние больного. От положения, вот именно почему у врача должны быть очень хорошее клиническое мышление. То есть он видит больного, хотя все заходят в масках, да, в СИПах, то есть вот защитных. Но все-таки этот врач задает оценку по больному. Как он сидит, есть ли одышка, цвет кожных покровов, его положение, как он разговаривает. Это объективные данные очень большую роль играют. Туда же прикрепляются анализы обязательно лабораторных данных. Там есть особые лабораторные показатели. Реактивный белок, ферритин, интерлейкин-6, такие сложные лабораторные показатели, которые вообще-то не реагировали при других вирусных инфекциях. Вот это все обобщается
и дается оценка общего состояния больного. А компьютерная томография, оно как дополнительный инструментальный метод исследования. Но отсюда вытекает следующий вопрос. Каким будет лечение, если легкие поражены на более чем 50%? В первую очередь это противовирусные. Конечно, мы должны элиминацию, то есть вирусы, если просто сказать, то вирусы элиминировать. Второе, значит, опять же, эта вирусная инфекция вызывает сгущение крови, поэтому антикоагулянтная терапия, разжижающая кровь. И третье, когда присоединяется, значит, бактериальная инфекция, вирусная инфекция плюс бактериальная инфекция, то присоединяется уже антимикробная терапия, антибиотики. Основной. Но помимо этого, сейчас же, наверное, население все прекрасно знаете же, да, всегда по WhatsApp иногда бывают объявления, помогите там найти или выкупить такие препараты, как, например, тоцилизумаб, актемра, пишут, да. А именно при этой вирусной инфекции применяются биологические препараты. Биологические препараты, которые применяются при таких тяжелых заболеваниях, системных заболеваниях ревматоидных. Это как ревматоидный артрит, системные заболевания, склеродермия, системная красная волчанка. Поэтому в этом сложность. Это дорогостоящие и очень сложные препараты в тяжелых случаях. Для того, чтобы вывести больного из так называемого цитокинового шторма. Это острая воспалительная реакция системы. Ну и, конечно, мы не можем не обсудить последствия, да, сохраняются ли очаги воспаления в легких после выздоровления и что необходимо знать о постковидном синдроме. Да, к нашей радости и к радости населения, да, все-таки фиброзирование за 1,5-2 года очень хороший анализ сделали наши российские ученые и показали, что все-таки фиброз не остается. Матовое стекло, оно рассасывается через 3 месяца, у кого-то через 3, у кого-то через 6, у кого-то через 12 месяцев. Так такового фиброза повального сейчас нет. Это показывают и зарубежные коллеги, и российские коллеги. То есть патологоанатомы, которые делали биопсию легких, да. И там к нашей радости, великой радости. Поэтому одышка, которая есть, которого очень боятся люди, да, которые выписались, оно постепенно рассасывается. Для этого нужно проходить, конечно же, реабилитацию. Самим реабилитироваться или поступать после тяжелой инфекции или в реабилитационное дело. Какие же осложнения? Самые основные осложнения – это сердечно-сосудистая система. Первые 3 месяца после перенесенной тяжелой инфекции наблюдения дают, что начали повышаться такие сердечно-сосудистые катастрофы, как инфаркт миокарда, инсульт и миокардиты. То есть воспаление ткани сердца. Эти первые 3 месяца. А потом, значит, со стороны нервной системы выраженный депрессивный синдром, панические атаки. Поэтому и проводится специальная диспансеризация, чтобы отследить. Кто диспансеризацию проходил, наверное, видели, да, сталкивались с этим. В первую очередь это проверяют сердечно-сосудистую систему. ЭКГ по показаниям УЗИ сердца и обязательно биохимический анализ крови, где отслеживается, есть ли со стороны сердечно-сосудистой системы есть какие-нибудь изменения лабораторных показателей. Поэтому призываю население, те, которые перенесли инфекцию, данную инфекцию, когда вас приглашают на диспансеризацию, обязательно нужно пройти.
Графина Николаевна, вот продолжая разговор о последствиях, правда ли то, что после коронавирусной пневмонии легкие полностью не восстанавливают свои функции, и у многих появляется вот фиброз? Вот еще раз повторяю, фиброза такого есть единичные случаи фиброзирования. Это у тех людей, у тех пациентов, у которых есть предрасположенность к фиброзированию, у больных, которые имеют какие-то системные заболевания, ревматические системные заболевания, которые и вызывают вот фиброз легких. А вот то, что обязательно будет фиброзирование, пока нет данных. И это вот первое вот то, что у больного есть фиброзирование или нет, это вот компьютерная томография показывает. И по нашим данным, вот мы отслеживаем же наших больных, и там за 1,5-2 года есть единичные случаи, у которых есть свои заболевания, свои вот интерстициальные заболевания. Ну и, Поэтому четко я говорю, нет. да, напоследок вот такой вопрос. Как мы знаем, после обычной вот пневмонии, да, легкие восстанавливаются в течение долгих месяцев. А в случае перенесенной коронавирусной инфекции, когда вот легкие возвращаются, собственно, в норму? Вот это очень индивидуально. У кого-то через 3 месяца, как я сказала, через 6 месяцев. Для этого нужно очень хорошо, значит, реабилитировать. Не обязательно в реабилитационных центрах, а самой реабилитировать. Это то есть дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика без фанатизма, обычная ходьба. Нужно находить упражнения, где вот именно даются упражнения, где отслеживается, вот, например, вдох обычный и глубокий выдох. Глубокий, длинный выдох. А обычные, значит, взмахи руками, да, наклоны. Вот это все называется дыхание. Вообще вот реабилитация при новой коронавирусной инфекции начинается же уже со стационара. Когда врач приходит на обход, они говорят, нужно вот вначале пронпозицию соблюдать, да, а дальше вот очень легкие вот такие упражнения. Да, Ни в Графина коем Николаевна, случае не задувать. мы благодарим вас за предоставленную информацию и желаем вам удачи в дальнейшей работе. Всего Это было доброго. актуальное интервью. Оставайтесь с нами.